Добрый день, Хайликин, Барыжвара. Сегодня у нас четвертое по счету заседание интеллектуального клуба «Татарский квадрат», Татар Шахмата. Ну и по хронологии мы подошли к периоду, который подпирает нас в пятку 80-90-е годы, эпоха романтизма, и мы ее заглавили как «Татарские мечты и историческая реальность первого этапа постсоветской трансформации, конец 80-х, конец 90-х годов». То есть, несмотря на то, что вроде это время, в котором многие здесь участвовали, а некоторые активно принимали участие в конструировании событий, политических, идеологических событий тех лет, однако время уже прошло довольно много для того, чтобы можно было исторически даже взглянуть и сделать кое-какие выводы. И для этого вот у нас специально подготовлен онлайн-мост, телемост с представителем Башкортостана Ильнар Гарифуллин. Мой доклад будет посвящен татарскому национальному движению Башкортостана в конце 80-х, начале 90-х, то есть тем событиям, которые происходили вокруг этого явления. Татарское национальное движение Башкортостана, оно возникло в конце 80-х годов и представляет собой достаточно интересный феномен. Местная республиканская специфика наложила на нее такой серьезный отпечаток, то, что татарское национальное движение Башкортостана, в отличие от национальных организаций татарских других регионов, оно занималось не только национально-культурными вопросами, но и политическими. То есть в ней политическая составляющая всегда играла очень важную, большую роль. Поэтому татарский вопрос в Башкортостане и в то время, и на сегодняшний день, он не ограничивается только вопросами языка, культуры, там, образования и так далее, но и напрямую связан, к примеру, с вопросом статуса татарского языка, который, естественно, является политическим, и вопросами разграничения, скажем так, административных границ между Татарстаном и Башкирией, которое было произведено в начале 20 века перед образованием двух республик. Непосредственно предпосылки к возникновению татарского национального движения Башкортостана мы видим где-то примерно начиная с 70-х и начале 80-х годов. В первую очередь это было связано с ущемлением национальных прав татарского населения Башкортостана. В частности, в 1978 году в результате принятия новой конституции Башкирской автономной республики татарский язык потерял статус государственного, которым он обладал с 1937 года. Помимо этого, по переписи 1979 года численность татар в Башкортостане в результате массовой фальсификации была снижена, и это в дальнейшем повлияло на положение татар внутри республики. Вслед за этим пошли и другие изменения. К примеру, уже начиная с 1978 года стали массово закрываться татарские школы, именно их переводили на башкирский язык обучения. К примеру, если в 1978 году 111 тысяч татарских учеников обучалось в школах на татарском языке, то к 1987 году их численность сократилась до 21 тысячи, то есть почти в 6 раз. И это несмотря на то, что численность народов страны, и татар, и башкир в то время росла благодаря хорошим демографическим показателям. Также в этот момент усилилась политика коренизации, и поэтому, если раньше, допустим, те же татары Башкортостана, проживающие на территории республики, чтобы сделать карьеру, часто меняли национальную идентичность в своих паспортах, то есть записывались башкирами, то после вот этих перетурбаций, скажем так, вот это им вход, вот эти социальные лифты был очень сильно ограничен, и их место стали занимать уже настоящие этнические башкиры с юго-востока республики. Это, естественно, вызывало некий протест среди татарского населения, но долгое время, в период застоя, эти протесты игнорировались. Но с началом политики перестройки этим письмам, этим протестам был дан ход, и в 1987 году был смещен со своего поста первый секретарь башкирского обкома Митхат Шакиров. Также были уволены секретарь по идеологии Тахир Ахунзянов и министр образования, и все остальные, те, которые отвечали за национальную политику республики. После этого начался такое возрождение, скажем так, татарской идентичности в Башкортостане. В 1988 году возникла первая татарская организация, это городской клуб любителей татарской культуры имени Галимжана Ибрагимова.
в марте 1988 года, и в январе 1989 года возник Татарский общественный центр Башкортостана. Вот я, к примеру, должен отметить, что татарские общественные организации национальные возникли в Башкортостане раньше других народов, то есть раньше башкирских, раньше русских и так далее. Первая башкирская организация возникла только в мае 1989 года, это башкирский клуб культуры Актермя, то есть через 1,5 года после татарского клуба и так далее. То есть это напрямую показывало то, что татары, как наиболее ущемленное этническое сообщество Башкортостана в период застоя, оно с началом демократизации, оно смогло соорганизоваться и заявить об отстаивании своих национальных прав и так далее. А башкирское национальное движение, оно возникло и позднее, именно как противовес татарскому национальному движению и с подачи в основном обкома партии на тот момент. Главной целью татарского национального движения в тот момент было, и на сегодняшний день тоже, это возвращение татарскому языку статуса государственного. Уфимские татары, вот после возникновения Татарского общественного центра, самые первые из татар, скажем так, на территории Советского Союза провели политическую голодовку. К примеру, в сентябре-октябре 90-го года на Советской площади в Уфе прошла первая голодовка в истории татарского национального движения. И она прошла с лозунгом включения пункта о 3 государственных языках, то есть о татарском, башкирском и русском, в декларацию о суверенитете Башкортостана, который был принят 11 октября 90-го года. Но, к сожалению, тогда этот пункт о государственных языках не был включен. Также, помимо вот этого возвращения татарскому языку статуса государства, ставились и другие этнокультурные задачи. Допустим, это восстановление татарских школ, открытие татарских школ в городах республики, открытие профессиональных татарских театров, открытие новых СМИ и редакции на телевидении и радио. И в течение также предпринимались попытки создания отдельного союза татарских писателей в Башкортостане. Продиктовано это было тем, что татары не могли в то время печататься, татарские писатели, на татарском языке, и вынуждены печатались только на башкирском, так как государство не, скажем так, не выдавало, не печатало их книги, не давало им гонораров, то есть не обеспечивало финансово их литературную деятельность. И эта дискриминация была как бы сломана, но в конечном итоге этот союз так и не был зарегистрирован, и на сегодняшний день в Союзе писателей Башкортостана существует только отдельная татароязычная редакция. Также постепенно татарский вопрос стал проникать и в другие сферы общественной и политической жизни. К примеру, в начале 90-х годов была предпринята попытка организации татарской фракции внутри Верховного Совета БССР. Делалась она под видом организации представительства нефтяных районов, то есть то, что нефть добывается в западных татароязычных районах, этим наносится большой ущерб природе, интересы местного населения не учитываются, и как бы под этим посылом была попытка создания такой фракции, но тогдашний председатель Верховного Совета Муртаза Рахимов, поняв, вначале поддержал это требование, а потом, поняв, к чему все идет, он как бы ставил препоны. В 1992 году также городские районные советы западной части республики выступили с требованием возвращения татарскому языку статуса государственного. Это вот очень важный момент, потому что я бы это особенно выделил, потому что когда вот мы, национальная интеллигенция, выступаем с какими-либо требованиями от имени татарской нации, как правило, наши оппоненты говорят, что вы никого не представляете, вы представляете только сами себя, вас никто не делегировал, вас никто не избирал, не уполномачивал, но вот когда еще существовали демократические институты в виде советов, то мы видим вот на примере Башкортостана, что они в местах компактного проживания татар, они поддерживали те же требования, которые выдвигало и татарское национальное движение. Также в 1992 году, благодаря поддержке Татарского общественного центра, уже бессменный на сегодняшний день председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин также смог отстоять свое здание, смог отстоять свой титул и здание Первой соборной мечети, так как в это время на него шел серьезный накат со стороны башкирского национального движения, и его хотели даже депортировать за пределы республики. В 1992 году также прошла серьезная политическая акция идеологического типа, это река Ик, Берлинская стена. Она символизировала собой как бы разрыв вот этой искусственной границы между республиками, так как по обе стороны Ика, и со стороны Татарстана и Башкортостана, живет единый татарский народ. И как бы вот эта искусственная граница, возведенная между двумя республиками, она
их тогда и в начале 90-х, и на сегодняшний день затрудняет вот это взаимодействие внутри татарского мира до сих пор. И поэтому вот эта акция «Река Ик. Берлинская стена», она до сих пор очень нервно, я бы сказал, с такой серьезной, сильной аллергией воспринимается в таких татарофобских кругах здесь, в Башкортостане. Вот в начале 90-х положение татарского национального движения еще было сильным, и по этой причине, кстати говоря, в Башкирии долгое время не принималась Конституция, она была принята только в конце декабря 93 года, и даже закон, положение о государственных языках также долго не принимался, даже с принятием Конституции, и сам закон о языках был принят только в 99 году. То есть татарский фактор способствовал тому, что Башкортостан одним из последних регионов и национальных республик в России принял свой языковой закон. К примеру, в Татарстане закон о языках был принят уже в 1992 году, то есть на 7 лет раньше, чем в Башкирии. Так, подводя итог моему выступлению, скажу так, упадок татарского национального движения Башкортостана начался, я в первую очередь связываю с разгоном советов в 1993 году, потому что после этого все выборы всех уровней стали контролироваться региональной властью, и татарское национальное движение уже не могло делегировать своих представителей в парламенты практически, в парламенты и республики в достаточном количестве, и в городские районные советы и так далее. И это очень сильно ударило по статусу и, самое главное, по влиянию татарского национального движения. В дальнейшем начались усиленные гонения на татарские национальные организации и так далее. Но также свою роль негативно сыграла и позиция Татарстана, которая по мере укрепления личной власти Муртазы Рахимова, она решила пойти на такие, скажем так, переговоры с властями Башкортостана в обход интересов татар, проживающих в республике Башкортостан. То есть эти интересы татарского населения Башкирии, они приносились в жертву установлению таких дружеских, дипломатичных отношений между республиками. И власти Башкирии этим часто пользовались и усиливали свои гонения и на национальное движение, и ущемляли интересы татарского народа. Это продолжалось вплоть до начала нулевых годов. В принципе, у меня все, а более подробно мое выступление вы уже получили в тексте. Есть несколько проблем, про которые я сначала должен сказать в общем плане. Вот тот этап, который мы сегодня разбираем, я в одной из своих публикаций назвал «Четвертой татарской революцией». Это действительно была такая революционная эпоха. И здесь для меня проблема заключается в том, что я был активным участником этих процессов. Значит, мое высшее политическое достижение заключалось в том, что к 1991 году я стал председателем Политсовета Татарского общественного центра. Тогда уже Всесоюзный татарский общественный центр существовал, и мы приняли план превращения в партию национальную. Вот. Я был активным участником, поэтому некоторые вещи у меня, может быть, субъективные будут, но, в принципе, мною было сделано большое число публикаций с описанием того периода, и вот тот текст, который я вам делегировал, он является некоторым обобщением, но там есть свои сложности. Этот текст в основном был завершен в 1997 году. Поэтому, хотя он доводится до 2000-х годов, но там ситуация не полностью проанализирована. Что касается главных моментов, на которых я хочу остановиться сейчас, то они сводятся к нескольким сюжетам, но важным. Первый вопрос, который я хотел бы поставить, это проблема политического статуса Татарстана. Конец 80-х, 90-е годы, они ушли на изменение политического статуса Татарстана. И этого требовали как татары, живущие за пределами Татарстана, кстати, более активно требовали, чем сами татары Татарстана, татары, живущие за пределами Татарстана. Так и вокруг этого вопроса выстроилась, в конце концов, и политическая элита Татарстана. Поэтому совместными усилиями пришлось довольно трудно, потому что Татарстан находился под сильным контролем
в рамках Российской Федерации и СССР в целом, нам в конце концов удалось достичь статуса суверенного Татарстана. Это в кавычках я произношу термин, но тем не менее особый статус Татарстана был закреплен через референдум Татарстанской конституции. Соглашение. Попозже вписали и в соглашение, ну, большой договор с исполнительной властью Российской Федерации. Но еще вот на стадии заключения договора один из московских юристов-международников, он был наполовину узбек, наполовину татарин, Туз-Мухаммед, у него фамилия была, предлагал вот этот наш договор сделать международным договором. Он предлагал ряд механизмов, и так как человек был весьма осведомленный, он объяснял, что ситуация в России может измениться, и мы можем потерять вот особый характер взаимоотношений с Российской Федерацией. Но наши власти к этому не прислушались, и при поддержке Василия Лихачева, но я думаю, что и президент тоже участвовал активно в этом, Хакимов был против, тем не менее был заключен вот особый договор, где мы уже сделали некоторые уступки в сторону уменьшения нашего суверенитета. Тем не менее, вот на первой стадии, когда через декларацию 90-го года, когда мы пошли на особый статус, в головах нашей элиты, ну и общественников тоже, была мысль, что СССР сохранится, и даже если какие-то изменения будут, нам все равно удастся вписаться в эту общую структуру, которая могла меняться. Ну, например, вы знаете, был проект создания Союза независимых государств, СНГ. И даже наш парламент принял специальное обращение, чтобы приняли Татарстан в это СНГ напрямую. То есть мы, не полностью порывая с Российской Федерацией, все еще думали, что вот удастся подняться на несколько другой уровень. Ну, тогда это был сначала уровень Союза Республики, потом вот уровень государств, которые входят в СНГ. И мечты татар заключались в том, что вот это наш особый статус будет длиться вечно. Но ни наша элита, ни общественное движение не учли, что могут измениться сами внутренние условия в Российской Федерации. Это вот была первая крупная существенная ошибка всех сторон. Второй момент, про который я хочу сказать, это культурно-языковая сфера. Вот когда речь заходит о том, что татары хотели изменить свой политический статус, часто обращают внимание только на внешнюю политическую сторону этого процесса. Но как бы мы хотим вот подравняться под другие нации. В принципе, даже подравняться для татар имело смысл, потому что если вот возьмете 20-е годы, когда Татарстан обрел статус только автономной республики, а другие получили статус союзных республик, я вот сейчас с высоты пройденного времени могу сказать, что татары были одними из наиболее развитых тюркских народов. В Российской Федерации самым развитым народом были татары. Мы могли потягаться даже с турками, хотя они имели независимое государство, но я бы не сказал, что в культурном отношении они татар чем-то превосходили к началу 20 века. И вот мы, получив статус автономной республики, фактически очень быстро получили весьма маленькие возможности для культурного и языкового развития. И где-то, начиная с 50-х годов, внутри Татарстана татары поняли, что другие их начинают обгонять, я имею в виду Тюркской республики, что мы отстаем, и сразу все это связали с политическим статусом. Резон в этом был, действительно, у союзных республик были большие возможности для создания вот инфраструктуры всякой для развития национальных культур. Поэтому вот одним из важных аспектов движения татарского мира
в условиях демократизации в Российской Федерации, в СССР, в более ранний период, было желание создать новые возможности для культурно-языкового развития. И действительно, вот когда Татарстан стал немножко более свободной республикой, удалось сделать целый ряд шагов по изменению состояния культуры и языка. Национальное движение – это содействие программам, проектам развития своего народа, участие в общественно-политической деятельности. Но в 90-м году, а что было? Вице-премьер Татарстана, первый вице-премьер Мансур Хасанович выступал на первом съезде ТОЦ. Понимаете? Зав. Отделом обкома партии Олег Морозов, я у него был главным по журналу, содействовал, он даже в энциклопедии в 7-м томе написал свои мемуары об этом. Простой народ, русские татары, они повторяли на собраниях, митингах, что только 2% предприятий Татарстана принадлежат Татарстану, республике. Татарстанцы, русские татары, чуваши и другие евреи, они были едины, поскольку это была назревшая политическая идея, цель. Собрали 1 миллион подписей Татарстану статус союзной республики. И эту цель, и этот статус мы не потеряли. Хотя мы сегодня сейчас говорим, что этот статус потеряли, не потеряли. На самом деле у нас переформатировалось национальное движение. Ярких людей, участников, в том числе сидящих здесь и не сидящих, некоторых взяли в аппарат. Рафаэль Хакимов, проректор Института культуры и завкафедры, стал замзав отделом пропаганды, идеологическим отделом обкома партии, потом советником президента. Другие вошли в Конгресс татар, третьи пошли в мэрию. Людей, которые могут работать в государственных структурах и в большой науке, они туда ушли. Они, конечно, не переформатировались, они остались сами собой и сейчас таковыми являются. Но получилось расщепление, это не разложение, это не распад, это не растворение, это естественный процесс. Не может общественное движение находиться в одном состоянии в течение многих времен, и поэтому я предлагаю согласиться на той идее, что переформатирование национального движения этих процессов, оно не привело. Национальные идеи, национальная деятельность и существование татарского народа осталось таким. Профессиональная культура. Смотрите, мы же первые собрания в Конгрессе татар проводили как бы в спутниковое телевидение. У меня документы сохранились. Теперь 2 спутниковые каналы. Все уже, конечно, состоялась приватизация, появились социальные классовые интересы. Конечно, это не распад, это естественно. Конечно, у нас нет дамир буржуазной татарской нации. У нас получилось, это моя точка зрения. Конечно, у нас класс предпринимателей, средних, малых появились, но крупные буржуи вряд ли сильно участвуют. Хорошо, если не помогают, не препятствуют этому делу. Просто пришло другое время. Мы говорим еще до 2000 года. Наступили такие времена, что национальное движение в том состоянии ушло в разных участках. И во что мы превратились? Мы про ислам очень много говорим, что вот миллят için, дин için говорим там и так далее. Но мне кажется, мы преувеличиваем роль ислама вот в жизни и в нациостроительстве татарского народа. Очень много об этом говорим, но я считаю, все-таки определяю, что татарская нация, она нация языческая. То есть она не религиозная по сравнению, скажем, с Кавказом. Да? С Кавказом, ну, разные этапы были тоже в истории татар, но если мы возьмем хотя бы записки Ибн Фадлана и с тех времен проанализируем, очень много языческого, потому что ислам пришел через Среднюю Азию. Да? Ислам пришел через Среднюю Азию, и вот все эти моменты, все эти поклонения могилам святых, там и суеверия, и так далее, этого было очень много. И оно осталось до сих пор. Вообще, я считаю, и вот если сформулировать, ну, делю как бы ислам в Татарстане на ислам обрядовый и ислам теологический. То есть в разные моменты истории татар был ислам теологический, когда работали и писали книги богословы, развивалась исламская мысль, и обрядовый был большей части истории, обрядовый.
И с этим связана вот наша проблема определения понятия традиционный ислам. Об этом идет дискуссия уже как минимум 10 лет, и до сих пор никак не могут определиться с тем, что такое традиционный ислам. На Кавказе это давно уже определились, да? Это суфийский ислам, это салафитский ислам и так далее. То есть у них вопросов нет. А у нас до сих пор эти споры идут. Никто не хочет сказать, что наш ислам – это обрядовый ислам. И на самом деле это и Рауфа Разманова давно об этом сказала еще. У нас обрядовый ислам, и здесь лишнего ничего спорить не имеет смысла. Что касается теологического ислама, я считаю, что эти этапы были в истории татар. Ну, последний пример – это, наверное, конец 19-го, начало 20-х веков, когда возникли свободы, когда прекратилась политика насильственной христианизации. Как только появились свободы, появилась вот эта прослойка татарских богословов, интеллигентов, ну, в середине 19 века, можно сказать, так процесс пошел. Появились свои труды, сначала книги, потом пресса, потом и духовное управление. Ну, духовное управление раньше было, уже свои богословы, теоретики исламские. И все это затухло примерно вот перед, ну, в 30-е годы, уже до начала Великой Отечественной войны. И я определяю, что вот этот теологический ислам, он начал возрождаться в Татарстане примерно с 2013 года, с приходом муфтия Камиля Хазрата Самигуллина. То есть он впервые начал ставить вопросы теологического плана. И пока еще это все еще не так ярко выражено, но тем не менее вот эти проблемы теологические, они стали подниматься. Сейчас уже мы стали отходить от каких-то бытовых, от суеверий, от каких-то бытовых вопросов. Я очень много анализирую и мусульманскую прессу, и татарскую. Какие основные вопросы, которые задают имамам? Когда проводить там там, можно ли привести там ровно в год смерти человека? Это к исламу не имеет никакого отношения. Джалиль Хазрат Фазлиев один раз рассердился и говорит: мне задают вопрос, можно ли банки с краской домой, после того, как покрасили ограду, их можно ли нести домой, остатки краски? Да. Татар народ приживется, экономия. Да, буяу турындасыры сізде, биштап намаз турындасырамысыз, уйламысыз. Вы спрашиваете мне про краски, можно ли ее домой самую вернуть, а не спрашиваете про намаз пятикратный, который вы обязаны выполнять. И как вы будете, что там потом, в судный день, про краску, что ли, рассказывать? Или про намаз, что вы не совершали намаз? И вот он, конечно, он вынужден подстраиваться. И Джалиль Хазрат и под эти новые бессмертные полк, это и Сабанту и так далее, он вынужден объяснять все это и так далее. Он тоже вынужден, ну иногда его тоже раздражает. Но у нас ислам обрядовый. И он так был и продолжает, и это связано, конечно, с отсутствием лидеров духовных. Когда появляются духовные лидеры, тогда ислам из обрядов превращается в теологический. Богословы, мыслители, и вот эти наши последние богословы-мыслители, Реза Фахриддин, Баруди и так далее, с их исчезновением это все исчезло. И сейчас вот только-только начинают появляться новые молодые лидеры. Если как только этих лидеров нет, мы опять опускаемся до уровня обрядового ислама. И вот поэтому в этом плане роль ислама и религиозных деятелей я бы не стал бы преувеличивать. Если мы вернемся вот к нашему периоду, конца 80-х, начала 90-х, Рафик Мухаммедович делит это на период легализации ислама, это 1988-1992 год. Второй этап – это период институциализации ислама, да, это 92-98. Да, то есть он так делит на два периода. Но если мы посмотрим, это этап возрождения ислама. Я считаю, что здесь не было духовного порыва со стороны религиозных деятелей, наших авторитетов. Да. Это было чисто практическое решение, это было на волне вот это движение, как тогда назвали парад суверенитетов, да, желание создать независимое духовное управление мусульман Татарстана. Это, я говорю про события августа 1992 года. Если мы просто, я анализировал эти цифры, да,
Талгат Тажудин в 1990 году, есть его интервью, газета «Социалистический Татарстан», он называет цифры. Например, вот какие доходы были в духовном управлении, которое возглавлял Талгат Тажудин? Он 25-30% отдавал в фонд мира. Он называет сумму 250 тысяч рублей. Да, это 250 тысяч рублей, это огромные суммы. Известны цифры тоже. В 1990 году с 17 апреля по 31 мая мечеть Маржани на продаже Коранов заработала 214 955 рублей. Точно цифра известна. Представляете, в течение одного месяца те Кораны, которые Саудовская Аравия передала бесплатно и которые продавались по 33 рубля за экземпляр. Это огромные цифры, это огромные суммы. И не случайно вот то, что Талгат Тажудин даже думал о покупке самолета собственного, да, чтобы быстрее перемещаться по своей епархии. Да. И, конечно, вот это поколение молодых имамов, которое пришло, да, которое вернулось из Бухары и так далее, они тоже хотели вот этого всего. Да. Тогда я не думаю, что лозунги были о духовном возрождении и так далее, но на самом деле это было чисто материальный интерес. Это власть и деньги. Здесь нужно еще раз смотреть социологию, как люди, приходя в мечеть, не зная татарский язык, начинают интересоваться им. Это тоже некий такой, наверное, вопрос в рамках таких исследований. И нужно смотреть процентное соотношение знающих татарский язык и повышается, не повышается ли знание с приходом в мечеть. Это такое, может быть, задание, да, в дальнейшем, если мы в рамках этого клуба еще и формируем такое госзадание для исследования. Это тоже ведь можно делать в рамках данной площадки. Что касается других национальных движений, естественно, татарское движение нельзя рассматривать в отрыве от национальных движений не только мусульманских народов. Я изучал именно национальные движения западных регионов, так скажем, да, в 2017 году, украинского, белорусского, литовского. Они тоже влияли опосредованно на национальное движение татарское и в 1905 революции, и в 1917, и, естественно, 80-е годы и в начале 90-х. Нужно сказать, что сейчас татары оказались в такой ситуации, что они являются лидерами среди других национальных организаций. Такого никогда не было. То есть были гораздо более сильные национальные движения и в советское время, и до революции. То есть сейчас мы вынуждены на себя приняли подобное звание, что ли, бремя. Да, бремя. То есть импульс в развитии национальных движений придавали другие народы. Как пример, с начала 80-х годов, да, естественно, в национальном движении впереди всех были прибалтийские народы, украинское, грузинское национальное движение. Были спонтанные выступления, если мы берем, например, 86-й год, да, еще перестройка только а и эпоха гласности даже еще только разворачивается, да, но это все влияет на национальное движение. Это Казахстан, да. Если мы берем еще чуть более раннее время, естественно, проблемы в национальных делах существовали и до перестройки, они просто выплыли наружу. И это тоже в какой-то мере влияло на постановку национального вопроса в стране. Это и в Таджикистане были волнения, да, это и в Якутии, в Якутске были волнения, да, и на Северном Кавказе. То есть это все зафиксировано, и самосожжения в Прибалтике были, да, эти ситуации и в 70-е, и в начале 80-х годов присутствовал, и так или иначе являлись некой предтечей развития национального движения в период перестройки. Если мы смотрим, там, синхронизируем по времени, да, то есть 87-й год, да, когда уже активная фаза национального движения раскручивается в Прибалтике, в Татарстане еще пока начинаются дискуссии вокруг статьи там Диаса Валиева, да, относительно применения языка. Если нас смотрят, да, я как бы рекомендую всем посмотреть документы, материал, который подготовлен был в свое время под редакцией Агеева и Мухаммедшина, газетные вырезки, там «Вечернее Казани», по современной истории Татарстана, да, конец 80-х, 90-х. Там мы как раз, вот, да, именно это издание.
где мы видим, что еще дискуссия только разворачивается в 1987 году, в 1988 году. Что происходит в это время, да, синхронно мы смотрим, что уже на Украине 1988 год это движение РУХ активно, да, начинает развиваться. А при Балтике уже уже Верховные Советы, несмотря на то, что еще они не были переизбраны, да, и там в Верховных Советах находилась старая элита коммунистическая, да, они уже ставят вопрос о акте Молотова-Риббентропа, ставят вопрос о независимости в рамках социалистического лагеря, да, уже, то есть в официальном порядке. В 1986 году выступление против Колбина, да? Да. Но насколько это, да, то есть у нас еще только разворачивается дискуссия. 1988 год, появляется появляется ТОЦ, да. В это время уже в республиках разворачивается такое движение. 90-й год, когда, 89-90 год, выборы в Верховные Советы, да, это тоже очень сильно повлияло появление национальных фронтов, да, так скажем, не интерфронтов, а именно национальных фронтов, национальных движений. Это тоже сильно влияло. Это новостной фон. Я не берусь здесь говорить, Дамир Мавлявич подскажет, были ли контакты с национальными движениями союзных республик, именно союзных республик. Но новостной фон... Прежде всего с прибалтийскими. Да. Но новостной фон очень сильно влиял. Да, конечно. Постановка вопросами имя, вопрос суверенитета, да, хозрасчета, да, республик. Это, конечно же, все не являлось инициативой, в первую очередь, Татарстана. Да, появлялось там, а дальше к нам, конечно, этот дискурс приходил, он обрабатывался интеллектуально очень хорошо, под свои реалии, ставился вопрос тоже достаточно грамотно, но механика процессу повторялась такая же, как и в союзных республиках. И в этом плане в какой-то мере, если оценивать перестройку и окончание, разрушение, распад Советского Союза, в какой-то мере для Татарстана это все-таки распад Советского Союза оказался фактором не очень хорошим, да, не сугубо со знаком плюс.